Здравствуйте все! Тема сегодняшнего гадания звучит так. Куда ведет вас нить судьбы? Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь к моему гаданию. Посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни мысленно, либо вслух. Задайте такой вопрос. Куда меня ведет нить моей судьбы? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, куда ведет вас нить вашей судьбы. Куда ведет, к чему, что вас ждет, что впереди, что будет, как будет, с кем будет. И что вам нужно, в принципе, во всем этом знать. Так, мои дорогие, ну что, кто видит, да, венец рисунка? Это вы в паре, в отношениях, в любви. Да? Здесь у вас крыша вашего дома. И здесь у вас два больших достижения, которые, они не равнозначные, но они оба емкие и важные в вашей жизни и в ваших начинаниях. Знаете, у вас жизнь была, и, возможно, даже сейчас еще есть. Вот она такая, как неспокойное море. Очень-очень много вот волн на этом море. Очень много людей, да, я бы даже сказала, это море как будто бы из людей. И вы пытаетесь в этом море там свою маленькую лодочку направлять по самому безопасному, да, пути. Но часто вы натыкаетесь на людей неприятных, которые вас, ну, скажем так, прямо, да, обижают. То есть здесь много обид по жизни, восприятия, да, людей, вот как будто бы вас обижают, травмируют, как-то неправильно вас принимают. И какой-то посыл, вот знаете, вот вы прям чувствуете на себе, что люди к вам плохо относятся, да, то есть вы не заслужили такого отношения, не заслужили, чтобы именно так вас обижали, да, то есть вот этот момент, он вам не дает покоя. У кого-то даже может быть неприятности в семье, прям с близкими людьми, ну что тут скрывать, тут видите, вышли и дети, и кровные родственники, все может быть. То есть вы человек, я не буду говорить обиженный, я просто вижу, что это именно часть вашей судьбы. Это пройти испытания, пройти вот эти все обиды. Обиды не только от людей, не только от семьи, но и, в принципе, от самой судьбы. Пройти, не сломаться, вынести кармические уроки, которые вам несут, дают, стать сильнее, стать самостоятельнее, что ли, да? Не надо искать опоры. Не надо искать поддержки у других. Поймите, вы человек уникальный. И вы сами должны, не полагаясь ни на какие шаблоны, клише, чужие дорожные карты, вы должны рисовать свою судьбу самостоятельно. Вам иногда кажется, что вы в тупике. Непонятно, да, то ли день, то ли ночь. Куда идти? Это сумерки, либо это рассвет. Вот бывают у вас такие состояния в жизни. Поверьте, это состояние человека, который в решении, да, вы должны принять решение. Это развилочки. Развилочки в вашей жизни встречаются довольно-таки часто. Почему? Потому что вы творите свою судьбу самостоятельно. И вот эта ниточка — это всего лишь план. План на вас, на вашу жизнь, на вашу судьбу от высших сил. Ну а куда идти, в каком направлении, вы решаете сами. То есть вы задаете темп, по которым вы движетесь, да, по этой ниточке судьбы. И также вы выбираете направление. Ведь судьба, она вариабельна, очень много вариантов. И вы выбираете именно тот, который вы ощущаете своим духом. А дух ваш настроен на то, чтобы пройти все положенные вам испытания, укрепиться духовно и, конечно же, почистить свою карму, потому что это главная задача духа, воплощенного в этом мире. Вы извините, что так глубоко копнула, но я просто вижу этот момент, я
Понимаю, что у вас много вопросов, да, почему меня обижают, почему неприятности, почему там то. Я вам говорю, что это ваша судьба, это ваша дорога, та дорога, которую вы неосознанно принимаете. Эта дорога полезна для вашего душевного, духовного развития, понимаете? Ведь мы не просто так приходим в этот мир покуражиться, да, у нас есть и задачи, и программы, и все это нужно выполнять и исполнять. Мои дорогие, ваша судьба не самая легкая, не самая солнечная, не самое приятное. Но это лишь начало. Это начало. И еще раз говорю, неважно, сколько вам лет. Можно в самом начале просидеть и 70 лет, понимаете? И потом только лишь после 70 начать жить полной жизнью. Так тоже бывает. Знаете, здесь может быть даже синдром улитки, когда вы постоянно сидите в своем домике, вам страшно выходить на улицу, вам страшно жить, вам страшно входить в социум, страшно общаться, потому что люди кажутся прям такими злыми-злыми, а ситуации такими жестокими. Вас, конечно, били, вас обижали. Я имею в виду в переносном смысле, а кого-то, кстати, и в прямом. Мне почему-то вот идет мужчина, который, я не знаю, то ли вы тюрьму прошли, то ли вы какую-то войну и заключение прошли. То есть я вижу, что вы в какой-то одежде, я не могу понять, что это за одежда. То есть человек вот как будто бы в форме какой-то, да, но почему-то лишенный свободы выбора, лишенный свободы дорог, да, то есть у вас какой-то путь, он цикличный, да, и он ограниченный. То есть вы были в том месте, либо в том состоянии, которого для себя не желали. Вот это именно касается мужчин. Может быть, и женщины какие-то были вот с мужскими характерами, которые тоже вот прям такой неприятной ситуации были. И знаете, может быть, даже кто-то войну из вас прошел. Вот сама говорю, да, а сама вот не понимаю, как это может быть. Да. Тут кого-то очень сильно, так знаете, по жизни просто протащила по всем кочкам, да. Угу. Тяжело вам, мои дорогие, пришлось. Но в чем соль? Соль в том, что эту жизнь, эту судьбу ваш дух выбрал сам. Именно в таком сочетании приятного и негативного вы проходите свою карму. Вы укрепляете именно свою духовную жизнь. Это полезно для вас. Вы поймете это, поймете с годами, просто с годами. Сейчас, что бы ни сказала я, что бы ни сказал бы вам, например, ваш ангел-хранитель, вы все равно это до конца не примете. Вы поймете это, пройдут, может быть, месяцы, у кого-то, может быть, года. И только тогда до вас, наконец-таки, скажем так, придет, осенит вас, да, что это было же то время, когда я постигала или постигал эту науку. Мои милые, что я хочу вам сказать? Вы рисуете свою судьбу сами. Вам по судьбе два очень важных дела. Они разные, они на разные темы. Одно из них — это любовь и счастье, прям как хотите. А второе — это реализация. Реализация себя, своих талантов и своих призваний. Вы, человек, у меня идете, наделенный, понимаете, наделенный способностями, человек острого ума и прям таки человек, который может менять, вот прям в прямом смысле менять мир, менять себя и менять мир вокруг себя. Это вот в вас вложено. Но почему-то вы не уверены, крайне не уверены в себе. И знаете, вот даже те шансики маленькие, которые вам там выходили, вы их не воспринимаете. Вы считаете, что это все ваши придумки, да, что у меня ничего не получится, ничего хорошего не выйдет, и что это вообще не мой путь и не моя дорога. Мои милые, смотрите, у вас есть два человека, важных два человека по вашей жизни. Вот именно идет двоечка, два человека. Это может быть ваша мама там и муж, ваши дети. То есть два человека, которые всегда с вами. И что бы ни происходило, как бы ни складывались обстоятельства, эти люди всегда будут за вашей спиной. Они ваша поддержка, они ваша сила, они вас вдохновляют. Это всегда будет. Вы всегда можете положиться на них в любую ситуацию, и неважно, в каких вы отношениях находитесь сейчас. Смотрите. Первое дело, которое у вас откроется, это дело на реализацию. Вы себя найдете в этом мире. Здесь прямо вам шанс идет через людей. Через людей вы поймете свое призвание. Вот прям кто-то придет и скажет: да ты гениальный, я не знаю, там кулинар, да? Давай вместе откроем там, не знаю, там ресторан.
я буду твоим партнером, то есть с меня, например, там организация, с тебя твой талант. Либо придет к вам человек и скажет: да ты гениальный, я не знаю, там доктор, массажист, педагог, да, давай что-нибудь там вместе откроем. С меня там реализация, с тебя твой талант. Потому что вы человек немножечко такой, знаете, ну, ну честно, только не обижайтесь, как будто бы вы немножечко вот материально всегда отодвигаете, да, вы, ну, не то чтобы не приспособленные, а скорее вот вы вот больше мечтатель, поэт, не знаю, художник, творец. Но в плане того, чтобы, да, вы хорошо умеете деньги считать, вы это умеете, но я говорю немножечко о другом. Организовать бизнес здесь нужно быть, знаете, таким прям ужом, крутиться, да, на сковородке. А вы нет, вы человек слишком скромный, слишком открытый и слишком такой, знаете, вот, ну прям сама честность, да, у вас что на уме, то и на языке. Вы не будете там крутиться, обманывать, выворачиваться. Обтекаемые формы — это не ваше. То есть, понимаете, вот здесь, конечно же, недочет от природы идет. Да? Вам бы хотя бы крупицу вот этой вот, ну, бесшабашности, то ли наглости, вот как хотите называйте, вам бы цены не было. Вы бы были просто гениальны. Следующий момент — это ваша личная жизнь. В личной жизни, конечно, я скажу прямо, я вижу, что вы познали все, от самой большой любви до самого большого разочарования. Все это в вашей жизни уже было. Что осталось наперед? Это действительно открытые, настоящие, добрые чувства. Эти чувства в вашу жизнь придут. Придут они буквально за вашей реализацией. Вы реализуетесь, и вот там через 5 минут вы влюбляетесь. Ну, 5 минут это условно, да, я говорю, да, утрированно. То есть это будет вот прям, ну, как следующий ваш шаг, да, следующее направление, виток вашей жизни, это именно идет любовь. С человеком на сегодняшний день вам не знакомым. Это человек новый в вашей жизни. Прямо человек давно, кстати, тоже вас чувствует, к вам стремится, просится его сердечко, но не пускает, потому что вы должны пройти вот эту ступень реализации. Когда вы реализуетесь, у вас откроется дорога на любовь. И даже сейчас, если вы в отношениях, в браке, я не вижу на этом песке счастливого человека. Знаете, возможно, ваш брак уже изжил себя, да, ваши отношения уже, ну, стали никчемными. Вот извините за слово, я имею в виду, что, ну, нету там ничего уже в этих отношениях. Живете просто как по привычке. Вот, любовь настоящая, искренняя, добрая, чистая любовь вас ждет впереди. Здесь, ну, просто познание полной радости и наслаждения от союза с человеком. Это вас ждет впереди, мои дорогие. Карму вы свою пройдете. Вы проработаете то, что должны. У вас какой-то прям, я не знаю, титанический тут труд. Вы уже большую часть своей жизни на это потратили. Так что понимаете, да, если вы человек молодой, то вас, конечно, уже побило и осталось совсем чуть-чуть. Здесь испытаний ровно, ну, скажем так, еще не больше 10. Вот честно, я вижу еще вот не больше 10. Вот я считаю, мне идет, вот я насчитала 9. Но там еще вопрос под одним испытанием. Возможно, оно будет какое-то двойное. Понимаете? Вот прям можете считать. Да, вот все неприятности, либо какие-то проблемные ситуации острые, которые будут идти по вашей жизни. До 9 досчитайте, до 10 понимаете, что все. Вы теперь свободный человек. Знаете, здесь у вас две пирамиды. Одна прямая, другая перевернутая. Перевернутая пирамида — это про то, что вы пройдете, а прямая — это про то, что вы полностью оздоровите свой дух, оздоровите свое тело, и прям такие вот прям как новая копеечка, блестящая новая копеечка. Вы под силой пирамиды входите в прекрасные счастливые отношения, где у вас счастливая семья, большой дом, крыша над головой и много-много, вот я не знаю, то ли это члены семьи, то ли это ваши ученики, то ли это ваши, не знаю, там пациенты. Вот люди, которые к вам идут и тянутся со всего просто таким мира. Понимаете, вот что происходит. Признание ваших талантов, вашей работы, ваших трудов. Вот что вас ждет впереди. Мои милые, песок вышел очень сложный и по большей части философский. Я думала, выйдет что-то более приземленное, но вы уж извините, если кому-то скучно показалось, но я всегда говорю то, что я вижу. Нет у меня такой привычки хайповать на гаданиях. Не для этого я зашла на YouTube. Поэтому, мои милые,
Кому надо, я думаю, обязательно зайдет, услышит и поймет. И это, например, для меня самое лучшее, что я бы могла, да, сделать и где бы я могла быть вам полезна. Мои милые, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.